Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Счастливые моменты вашего ближайшего будущего. Кто и что сделает вас счастливой либо счастливым. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну давайте пойдем по порядку. Начнем вот с образа очень счастливой женщины. Женщина что-то получила. Получила, знаете, как смс-очку, письмо, сообщение. Вот она читает, и прям счастьем наполняется ее сердце. Девочки, вы все разные, да, женщины, вы все разные. У кого-то есть мужчина, кто-то только в процессе, да, у кого-то и в помине нет. Но явно от мужчины, который вам нравится, либо которого вы любите, приходит очень классная весточка, очень классное сообщение. И вы прям улыбаетесь, вы с собой ничего поделать не можете, прям губы сами в улыбку складываются и к ушкам тянутся. Такая счастливая, такая тьфу-тьфу. Давно вы такой уже не были. Мужчина порадует, либо новый мужчина, либо уже существующий, сделает вас абсолютно счастливой. Вот что-то вы от него получаете. Кто-то из девочек от мужчины прям уж подарочек получит. Да? Причем подарочек такой, знаете, не дешевенький, очень даже не дешевенький. Может, вы заказывали, а он все отнекивался, да? Говорил, а денег нету, а то, а сё. А тут на тебе, пожалуйста, вы его держите в руках и прям улыбаетесь. И так вам хорошо на душе. Ой, красота, просто милота и красота. Девочки, ну я за вас безумно рада. В такое непростое время, поверьте, очень ценны такие счастливые моменты. Но мужчина порадует, девочки. Порадует так порадует. Удивит так удивит. Так, дальше идем. Здесь у вас олень вышел, рогатый. И рога свои он от вас отвернул. От вас отвернул, против какой-то другой женщины повернул. Смотрите, оленем может отыграться кто угодно, начиная там от сварливой соседки, заканчивая грозным начальником. Видно, этот олень вас пару раз бодал, да, раз он от вас отвернулся. И, возможно, даже как обвинения были в вашу сторону, что это вы что-то сделали не так, что это с вами что-то не то. Да, может быть, какие-то претензии в вашу сторону были, нападки, претензии. Да, до человека либо дошло, что вы ни в чем не виноваты, либо человек, в принципе, переключился на другого кого-то. Вас уже этот олень не бодает, вы наблюдаете, вы выдыхаете, думаете, фу, ну слава богу, отстал от меня этот бодливый олень, да, и кому-то он повернулся, кого-то другого начнет бодать. Но вам того другого человека не жалко. Нет, нет. Может быть, этот человек вам противен, может быть, этот человек вообще все это организовал, да, этого оленя на вас, грубо говоря, натравил, да, может быть, подставил вас этот человек. И вот тут как правда всплывет, да, кто виноват, а кто не виноват. И вот олень разворачивается, видите, такими огромными, как вилы у него рога, будет бодать кого-то другого. А вы стоите так под стороночки, наблюдаете и радуетесь. Я не могу сказать, что прям счастливая, но радуетесь, радуетесь точно. Так, следующий момент. Здесь собачка. Собачка, которая подталкивает черепашку. Что заки такие, как зоопарк. Олень, собачка, черепашка. Ну, по собачкам обычно проигрываются друзья. Друзья, приятели, добрые люди, да, которые вот вас окружают. Черепаха – это может быть какая-то ситуация, которая очень медленно развивалась. Может быть, вы действительно уже устали от того, что ничего не происходит. Черепаха ведь движется очень медленно, да? Уже не верите, что что-то будет, либо чего-то вы дождетесь. И вот кто-то из ваших приятелей, кто-то из ваших друзей, либо человек, который к вам относится, как друг, приятель, товарищ, поторопит эту ситуацию. Он просто, знаете, подкидывает эту черепаху вверх, даже не дает ей ползти,
а вот кидают ее, да, чтобы прям максимально быстро все произошло. Добрый человек относится к вам как друг, как настоящий друг, как настоящий приятель, поможет вам в каком-то очень медленном, тупиковом деле. Да, просто ускорит, насколько это возможно. Либо пойдет даже за вас что-то сделает, для вас что-то сделает. И вам приятно, и этому человеку приятно, и все довольны, и все счастливы. А черепаха, он, смотрите, прям летит со скоростью света в полете. Все решится в полете, все решится просто как-то мгновенно, молниеносно. Все довольны, все счастливы, все замечательно. А с этой собачкой, пожалуйста, дружите, потому что человек реально крутой, реально классный. И с этим человеком вы никогда не пропадете. Да? Человек умеет быстро реагировать, человек умеет находить нужные там рычаги, точки. Человек может ускорить что угодно, либо сделать что угодно. Вот именно во имя дружбы, во имя хороших человеческих отношений. Мне почему-то кажется, что какой-то новый человек. Либо недавно познакомились, либо недавно подружились. Человек очень достойный, очень интересный. И таких друзей, знаете, их ценить надо. На вес золота такие друзья. Может быть, у вас и по жизни никогда таких друзей не было. Вот настолько ловких, настолько активных и настолько доброжелательных. Так, следующий момент. А в следующем моменте здесь закрытые двери, которые вам наконец-таки поддаются. Смотрите, вы тут даже какой-то рычаг придумали, да, как распорку в эту дверь вставили, и да, при помощи вот этой физики, механики пытаетесь эту дверь открыть, и она поддается. Это какой-то хитрый маневр с вашей стороны. Хитрый маневр. Знаете, вот есть прямые пути. Прямой путь – это просто прийти, да, дернуть за ручку. Да, если закрыто, стучать. А у вас какой-то хитрый маневр. Что-то такое вас надоумит, либо кто-то вас надоумит. И вы прям механику с физикой применяете, понимаете? Ну, это, конечно, не в прямом смысле слова, это я так метафорой говорю. Вот прям совет вам дадут, либо вы сами какой-то совет в интернете найдете или где-то там найдете. И прям, да, и знаете, и откроете. Другим эта дверь, значит, не открывается, а тут вы сами себе берете, да и открываете. Какой-то классный лайфхак, какой-то классный совет вы найдете. Прям найдете. Даже вплоть до того, что вы о чем-то подумали, там в интернет залезли, либо где-то находитесь, там телек включили, а там про это речь идет. Вам как свыше вас вдохновят, дадут вам подсказочку, дадут вам советик, действительно рабочий, и вот у вас получится. Ну, по закрытой двери что угодно может проходить, начиная там действительно от закрытых дверей, заканчивая закрытыми сердцами, да, закрытыми умами. Но у вас получится, вы вскроете эту дверь, вскроете так, что о вас говорить будут. К вам за советом будут приходить. И даже деньги могут обещать, если вы научите, как вот такие двери открывать. Ну, дай Боже, да поскорее. Так, следующий момент. Здесь приглашение идет. Приглашение от каких-то людей, которые раньше вас сторонились. Либо как-то предвзято к вам относились. И вы прям чувствовали, что да, смотрят как-то косо на меня, сторонятся меня. Это может быть, кстати, кто угодно, начиная от родственников, заканчивая, в принципе, от каких-то людей, да, которые вот себя там кем-то там считают, возомнили, да, и ведут себя вот таким напыщенным образом. Придет к вам приглашение. Приглашение, знаете, такое очень теплое, очень человечное, и вплоть до того, что у кого-то отыграется, что лично люди будут вам либо звонить, да, либо лично приходить и вас прям уговаривать, что, пожалуйста, дорогая уважаемая, либо дорогой уважаемый, посетите нас, сделайте честь, да, одолжение нам сделайте, посетите нас, наше мероприятие, либо наш дом. До такого даже дойдет. Вы ошахнете. Скажете, ну надо же, да. Ну надо. Наконец-то вы поняли, кто я есть. Да? Или уважают. Все-таки они меня уважают. Вы знаете, здесь кто-то постарается и про вас расскажет правду. Вот кто вы есть на самом деле, что вы за человек такой. И вот эти напыщенные люди, они аж пристыдятся, скажут, ой, что ж мы так плохо к ней относились, да, либо, ой, что ж мы так плохо к нему относились. И лично прям придут и будут вас просить, чтобы вы их посетили, либо вы с ними там поговорили, сходили к ним, например, в гости. Ну, приятно, это будет очень приятно. Так, следующий момент. Здесь какой-то мужчина и женщина
они дерутся. Причем дерутся не на жизнь, а на смерть. Может быть, это какой-то ваш бывший и соперница. Может быть, это какие-то ваши знакомые. Может быть, одного из этих людей вы хорошо знаете и не хотели, чтобы они были вот вместе в отношениях. Да, переживаете за этого человека. Но, в общем, случится драка между ними. Рассорка, драка, расставание, расход, разброд. Ну, как хотите, так и называйте. И для вас это будет счастливое событие. А вы скажете, знаете как, а вот я так и знала, а вот я это предвидела. Либо «а так тебе и надо», да, что вы там рассорились, разошлись, разбежались. Но очень серьезная драка, знаете, вплоть до того, что люди действительно могут друг другу морды набить. Там и полиция может приехать, что угодно может быть. Но драка, рассорка, она окончательная. То есть после этого никаких камбэков, примирений, восстановлений уже не будет. Вы со стороны наблюдаете, вы чувствуете себя абсолютно довольным, счастливым человеком, потому что вы это предсказывали. Вы это предсказывали, вы это предвидели. И вы понимаете, что вот эта пара, она была абсолютно никчемная, деструктивная. Либо, знаете, как эти люди на вашем несчастье попытались построить свое счастье. И вот, как говорится, отлились ваши слезы этим людям. Причем болезненно отлились. И все это вы наблюдаете. Ну, что сказать, имеете право. Имеете право порадоваться, если действительно вас обидели. Либо вы понимаете, что эта пара, она была деструктивная. Да, ничего хорошего бы их не ждало. То есть, да, такие вот печальные новости заставят вас почувствовать удовольствие, радость. Да, так бывает. Так, следующий момент. На работе, скорее всего, на работе, по работе начальник, в принципе, какой-то мужчина, клиент, может быть, коллега, да, мужчина обращает на вас внимание, очень красиво за вами начинает ухаживать. Не то, чтобы прямо навязывается, а красиво за вами, как за дамой, ухаживает. Знаете, там двери открыл, что-то помог поднести, что-то для вас сделал, там кофеечек свеженький принес. Да? Вот прям ухаживает за вами, не навязывается. У одних отыграется, что действительно прям нравитесь вы ему. И он пытается вам показать, как говорится, товар лицом. Смотри, какой я хороший, смотри, какой я галантливый. А у других отыграется, что мужчина действительно джентльмен. И ему приятно делать вам приятно. То есть, нравитесь вы ему как человек. Не как женщина, а как человек. И думает, ой, такая хорошая девушка, такая хорошая женщина. Вот поухаживаю за ней. Да? И мне приятно, и ей приятно. Почему нет? Вот, и вы прям удовольствие получите от общения с этим человеком. Так красиво, так по-джентльменски за вами никто давно не ухаживал. Да, и прям, да, как женщина получите удовольствие. Почему нет? Все мы хотим джентльменов, но только где их взять? Да, либо на всех их не хватает. Так, следующий момент. Следующий момент связан с семьей, скорее всего, с детьми. Дети, внуки. Да, и так может отыграться. Здесь счастье от тех слов, которые ваши дети, либо ваши внуки вам будут говорить. Да? Может быть, вы так смотрите на своих детей, там, один в телефоне, другой в компьютере, там, третий на гульках, там, с друзьями, товарищами где-то пропадают. Может быть, такой ритм жизни, что вы с детьми практически не видитесь и не общаетесь. Может быть, какие-то конфликты были, может, еще что было. Может быть, давно вы внуков не видели. И тут, смотрите, у вас такой идет разговор, когда ваши дети, внуки прям вам говорят, что мамочка, там, папочка, да вы же самые любимые люди для нас. Если бы не вы, да мы же понимаем, как мы вам благодарны, как тяжело вы работаете, как много сил вы тратите, чтобы нас на ноги поставить. Да? Либо если вы бабушка, дедушка, давно не видели внуков, прям внучата и обнимут, и целовать начнут, и говорить, как скучали, как не хватало вас, как любят вас сильно. Но у вас прям, знаете, до слез, вот до слез идет, да? Но слезы радости, слезы счастья. Вот эти вот прекрасные слова от маленьких детей. Либо даже от взрослых, да, детей, взрослых внуков. То есть вы давно этого не слышали. Вы даже и не подозревали, что ваши дети, внуки умеют так чувствовать, что они настолько видят всю эту картинку, ситуацию, да, настолько они грамотные, настолько они умненькие и способны на такие серьезные слова и чувства. Прям, знаете, до слез, но слез счастья идет. Слова, хорошие слова о любви, о нежности,
и понимании того, что происходит. Так, ну и самый главный момент, очень похоже на предложение. Вот вы меня простите, но действительно предложение. У одних отыграется предложение по работе. Прям будут предлагать вам работу. Причем, знаете, как работа моей мечты. Вот хотел, мечтал, мечтала, и вам это предлагают. Кстати, кто-то из вас будет радоваться даже не за себя, а за своего близкого человека. Да? Например, сын придет и скажет: мам, представляешь, такую крутецкую работу предложили, а вы ж ахнете, скажете: господи, ну слава Богу, да, слава Богу, что ты устроился на хорошую работу. Кому-то муж придет и скажет: представляешь, вот меня наняли, да, либо вот контракт я подписал, теперь будем жить, да, денег заработаем, там, туда-сюда, авторитет. А может быть, это и ваша работа, может быть, вы что-то сами делаете, либо на кого-то работаете, да, будут предлагать. А кому-то из девчонок будут предлагать брак. Вот как хотите, да, я прям вижу эту картиночку, когда вам предлагают либо брак, либо встречаться, общаться уже на каких-то официальных началах, что да, давай официально всем скажем, что мы жених и невеста, да, что мы вот вместе. Я хочу, чтобы все знали, что ты моя будущая жена, вот в таком плане. Очень хорошие, очень теплые слова, и они в виде предложения вам идут. Предложения. Слова, о которых мечтает каждый. Слова, о которых мечтает каждая девушка, женщина, каждый мужчина. Прекрасные слова, которые согревают не только сердце и душу, но и наполняют разум. Мои милые, я за вас очень-очень рада. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.